памяти народной навечно остались 250 дней героической обороны Севастополя, 900 дней блокады Ленинграда, 103 дня Великой битвы под Москвой. Также 200 дней стойкого Сталинграда, 50 дней сражения на Курской дуге, 29 трагических дней ожесточенной защиты Брестской крепости. Победа далась советской армии ценой огромных потерь, смертью и ранениями более 10 миллионов человек. Сегодня на этом мероприятии собрались представители различных организаций и учреждений с одной целью – отдать дань памяти тем, кто был в их числе. Они стоят, застыв в молчании каменном, живут они в легендах и в молве. У каждого времени есть память, имя которой – история. Поэтому важно не забывать трагедии, которые потрясли весь мир. Гражданский долг велит чтить общий подвиг этих людей. Слова гордости и благодарности в зале звучат отовсюду. Мы Родине нужны, и в тишине родным своим с душой приветы шлем, и руки Богу воздадим, не дай попасть нам в плен. Они боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, защищали страну кровью, приближая великую победу. Подрастающее поколение в стихах рассказывает, какой ценой достался мир и как сильно все его ждали. Вы, сил своих жизней не жалея, все положили на алтарь войны, чтобы внуки жили в радостное время, когда снаряд не рушит тишины. Среди гостей также родственники ветеранов Великой Отечественной. Макшарип Умаров пришел, чтобы поделиться историей своего дяди Абдурахмана Умарова, который в возрасте 18 лет отправился на службу на Дальневосточный фронт, где принимал участие в русско-финской войне. Оттуда через 3 года уже Великую Отечественную ветерана перебросили в Ростов. Погиб на границе Эстонской Советской Социалистической Республики 21 июля 1944 года. Захоронен в городе Сланцы. Именно туда на днях отправится Макшарип Умаров, чтобы посетить мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы. Такая возможность появилась благодаря материальной поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова. Не только взрослое, но и подрастающее поколение просто обязано знать своих главных земляков, благодаря которым мы живем в мире и безопасности. Как и у всех, и у меня были такие родственники, которые принимали активное участие в этой войне, которые прославились своими подвигами. Один из них – это Аздой Мурат, летчик, наш родственник, который принимал участие в этой войне, который сбил более 50 самолетов фашистских, провел 153 часа в небе, который прославил свою фамилию, свой род. Когда я рассказывала стих, мне было очень печально рассказывать. В войне очень много людей погибло, и мне очень грустно из-за этого. Мы тут уже 2-й раз. Мы хотели рассказать как можно лучше. Эти строки были очень грустные, но нам очень понравилось. Мы говорим спасибо всем этим людям не только 9 мая. В сердцах благодарных потомков каждый из этих воинов навсегда оставил свой глубокий след уважения. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.